Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», подготовленная центральноазиатскими редакциями «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в пражской студии Айнура Джикшерзе. В Международный день защиты детей в странах Центральной Азии традиционно проходят различные мероприятия для самых маленьких граждан. К сожалению, о правах детей, как правило, вспоминают один раз в год, 1 июня. По словам правозащитников, подобная формальность по отношению к детям удручает. Власти Узбекистана неоднократно подвергались критике со стороны международных правозащитных организаций за привлечение детей к сбору хлопка. Ряд ведущих мировых компаний даже объявили бойкот узбекскому хлопку. Наши дети должны быть лучше, умнее, мудрее и, конечно, счастливее нас. Слова президента Каримова, ставшие лозунгом независимого Узбекистана, на огромных плакатах, развешанные по всей стране. Дети в центре всех торжеств. Они поют и пляшут, демонстрируют свои спортивные навыки во время проведения государственных торжеств и праздничных мероприятий. При этом нелицеприятные факты счастливого, в кавычках, детства в Узбекистане озвучивать не принято. Только детей до 15 лет в Узбекистане свыше 7 миллионов, что больше всего населения Кыргызстана. В условиях массового производства хлопка и технической отсталости сельскохозяйственного производства такой огромный рабочий потенциал нещадно использовался в советское время. С обретением суверенитета в Узбекистане детский труд продолжил использоваться с еще большим размахом, а на власти независимого Узбекистана обрушилась критика со стороны международного сообщества. К 2009 году власти Узбекистана присоединились к документу ООН, запрещающему использование детского труда. Хлопковая эстрада текущего года в Узбекистане еще не началась. Но в прошлом году, по данным узбекской службы «Радио Азатлык», по меньшей мере 3 детей погибли на хлопковых полях Республики Узбекистан. Детей на хлопковых полях Узбекистана становится меньше. Это факт. Но теперь во многих районах вместо детей вынуждают к сбору сырья их учителей. Как следствие, возникает проблема нехватки в школах педагогических кадров, которую решают объединением классов или совмещением уроков. Естественно, при таком раскладе говорить о хорошем качестве образования не приходится. А вот в Таджикистане проблемы образования детей обостряются в силу экономических причин. В последние годы из-за прорех в бюджете, безработицы, массовой трудовой миграции жизнь детей в семьях, можно сказать, значительно ухудшилась. Исследование ЮНИСЕФ показало, что еще несколько лет назад 18% детей от 5 до 14 лет были вынуждены зарабатывать на жизнь собственным трудом. В малоимущих семьях сместились приоритеты. По выбору родителей доступ к образованию имеют преимущественно мальчики. Несмотря на то, что в стране законодательно введено наказание за препятствование учебе детей, нужда и низкий уровень образования самих родителей диктуют свои правила. Насиба Нурова из Душанбе хотела стать семейным врачом, но проблемы заработка и нужда не позволили ей осуществить мечту. Как только она закончила 9 классов средней школы, по просьбе матери бросила учебу и решила помогать матери зарабатывать на жизнь мелкой торговлей на рынке. В школе меня записали в категорию неимущих детей. Мама работала одна, брат учился в университете. И нам было очень тяжело с финансами. Я закончила 9 классов школы, думала, продолжу обучение в 10 и 11 классе, но не получилось. Я сказала маме, что хотела бы учиться дальше. Мама сказала, что у нее нет условий помогать мне. Она предложила мне работать вместе с ней, и я согласилась. Приоритетом в этой семье стало будущее брата, который, по мнению мамы, должен получить образование и найти хорошую работу. Мать Насибы уверена, что будущее женщины – это семья, дети, быт, а мужчина должен получить образование, чтобы завтра найти достойную работу для обеспечения семьи и матери. В Туркменистане детский труд тоже запрещен законом. 26 мая президент на совещании по подготовке к Международному дню защиты детей подчеркнул, что в соответствии с законодательством страны строго запрещено использовать детский труд, в том числе на сельскохозяйственных работах, и потребовал строжайшего соблюдения прав ребенка. Подобные заявления глава государства делал и раньше. Тем не менее, детский труд в Туркменистане все равно используется, особенно в сельском хозяйстве. Правда, ныне это не носит такого массового характера, как, скажем, 5-6 лет назад. В городах же дети работают грузчиками или извозчиками на базарах.
Многие таких, кто на подхвате. В частных торговых заведениях помогают родителям или родственникам в реализации товара. В некоторых семьях заработок детей становится существенным вкладом в семейный бюджет. А это Мейрлан. Второклассник продает игрушки на Алматинском базаре, пока его старший брат отлучился по делам. Говорит, что работает только во время каникул. По законам Казахстана привлекать детей от 14 лет к работе в свободное от учебы время не запрещено, но только с позволения родителей и при соблюдении определенных норм. По данным Уполномоченного по правам человека в Казахстане, детский труд в стране приобретает все большее распространение. Дети работают практически во всех сферах экономики. Детский труд используется в городской неформальной экономике, в сельском хозяйстве, мелкой торговле на местных рынках, а также домашних хозяйствах. Необходимость вносить свой вклад в доход семьи является основным мотивом для детского труда. 16-летний Нурак Калжан продает пиратские диски на Алматинском базаре. Говорит, что работает летом, чтобы собрать деньги на учебу в колледже. Учеба платная. Надо платить 120 тысяч тенге в год. Закон в Казахстане позволяет детям 14-летнего возраста по разрешению родителей работать в свободное от учебы время. Но использование детского труда в надомных условиях и проведение домашних работ не урегулированы в правовом порядке, утверждают правозащитники. В прошлом году в Кыргызстане было зафиксировано 2500 фактов насилия в отношении детей. Это официальная статистика. Однако, по словам специалистов, реальная картина куда тревожнее. Здесь мы ни в чем не нуждаемся, но разве сравнишь это с материнской любовью, спрашивает мой юный собеседник, уже 1,5 года проживающий в Бишкекском центре реабилитации беспризорных детей. Сюда он попал после того, как потерял отца, а матери после этого из-за пристрастия к спиртному стало не до собственных детей. Ребят с такими же судьбами, как наш герой, в этом центре около 90, в возрасте от 1 годика до 18 лет. Всего же по стране в 117 государственных и частных детских домах, интернатах воспитываются более 11 тысяч детей, и сейчас в Кыргызстане обсуждают, быть может, правильнее будет, если рассуждать с точки зрения интересов ребенка, отдавать государственные деньги не на содержание интернатов, а на развитие и поддержку его семьи. По словам правозащитников, ежемесячно государство выделяет 7 тысяч сомов на содержание одного ребенка в государственном детском доме. Однако 250 лишь сомов из этой суммы уходит на самого ребенка. Главная часть из этой суммы уходит на содержание зданий и обслуживающего персонала. Действительно, большая часть до детей не доходит. То есть она идет на содержание вот этих старых зданий, на содержание персонала. Ну и плюс нужно учесть элемент коррупции, да. Поэтому, естественно, лучше вкладывать деньги в семью, в помощь семьям. Государство здесь, в принципе, не против, и в этом направлении определенная работа уже ведется. Но, говорят специалисты, не все должно идти под одну гребенку, особенно когда вопрос касается учреждений, где находятся дети, нуждающиеся в специальном уходе. У нас содержатся дети в очень тяжелом состоянии, с ДЦП, те, кто не может говорить и ходить самостоятельно. За ними требуется круглосуточный уход, поэтому такие учреждения нужны. Между тем, как рассказывают правозащитники, количество детей в интернатах с каждым годом растет. Некоторые родители умудряются даже оставлять в интернатах для инвалидов совершенно здоровых своих детей, чтобы самим уехать на заработки в другие страны. А мать это не то, что деньги принесла, а та, что тепло дала, обняла, в нужный момент поддержала, подсказала, обняла. Вот это мать. Рахат Кенешева, Улан Асаналиев из Бишкека специально для программы «Перекресток». Обеспечить подрастающему поколению счастливое детство, наверное, мечта каждого родителя. Но это еще долг и обязанность каждого государства. Только как сделать так, чтобы дети сидели за партами, а не возили тяжелые тачки на базарах или собирали хлопок? И чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и тепло. И чтобы взрослые вспоминали об элементарных правах детей не только 1 июня.